Все, что я сейчас скажу, это касается не только Казахстана, но и Грузии, потому что обе эти страны приняли десятки тысяч россиян без минимальной проверки их политических взглядов. Да, среди этих десятков тысяч есть нормальные оппозиционно настроенные люди, но там же немало людей, которые на границе Верхнего Ларса в Грузии отклеивали скотч с буквой Z на своей ладе. В чем нюанс? Из-за того, что Казахстан и особенно Грузия, это в целом, особенно Грузия, проукраинские страны, их сейчас видно не будет. Они будут втихаря дома у себя смотреть сводки Коношенкова, выступления Путина с согнанной толпой за 500 рублей и ждать его. И ждать. Сейчас их голос действительно ни на что не решает. Абсолютно. Пройдет 5-7 лет, у них появится местный паспорт. И вместе с этим появится политическая сила, которая захочет получить их голоса. И как она будет это делать? Она будет продавать им ностальгию, воссоединение с большой землей, с большим братом. А вот давайте налаживать связи. Появится нарратив типа «русских в Казахстане ущемляют». А вообще так-то Северный Казахстан, это их повесточка, не моя, ни в коем случае не подумайте. Это так-то исконно не казахские земли, а вообще казахи, они ущемляют русских, найдут 2,5 казахов где-то на весь Казахстан, которые что-то плохое про россиян сказали, и начнут, значит, звать этот мир туда. Я не говорю, что это будет наверняка. Мы не знаем, что будет через 5 лет с Россией, будет ли она в состоянии проводить и продолжать колониальные войны. Но, тем не менее, это абсолютная глупость на уровне погранцов. Просто телефон возьмите и проверьте подписки в телеге. Это для вашей же национальной безопасности важно. Есть страны, которые могут себе принимать бесконтрольное количество россиян, не занимаясь этими процедурами. Это всякие Канады, США, Австралии, Западная Европа. Это те страны, где теоретически русская армия туда не сможет прийти, российская. Она не сможет туда прийти. Ближнее зарубежье в список этих стран не попадает. Притом, все, что я сейчас сказал, это в том числе в интересах сбежавших оппозиционных россиян. Вы сбежали от этих людей, и они вместе с вами в очереди на Верхнем Ларсе. Вы понимаете, что вы от них убегали, вы не от Путина убегали. Вы убегали от того, кто легитимизировал его власть. Они. И теперь они будут жить с вами. Вам от этого приятно?